что такое телевидение сегодня. Представьте, что можете поставить на паузу передачу, сериал или спортивную трансляцию. А если вдруг забыли что-то посмотреть или хотите смотреть снова, архив сохранит это. У вас смартфон, планшет или компьютер? Здорово! Смотрите любимые каналы с нескольких устройств через один аккаунт. Попробуйте Бока ТВ прямо сейчас. Первые 30 дней бесплатно. Телевидение — это теперь так. Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, стартовал третий день, заключительный день чемпионата Республики Беларусь по баскетболу сезона 2019-2020, который, в общем-то, с такой огромной паузой подошел к своей финальной стадии, а именно финалу 4. Сегодня этот день открывается матчем между командами Рубон и Гродно-93. С вами буду я, Ирина Жилач, и вместе понаблюдаем за тем, кому достанется бронзовая медаль в 28-м чемпионате Республики Беларусь среди мужчин. Немного больше времени на восстановление было у Рубона, потому что вчера они сыграли первый матч, а Гродно играл вечернюю игру с Борисфеном. Очень по-разному эти игры сложились для команд, но в турнирной таблице и у той, и у другой команды пока по 2 поражения, поэтому я думаю, сегодня между ними действительно принципиальный поединок. Объективно сложно будет Рубону бороться с более качественным составом у гродненцев. Очень молодой коллектив в этом сезоне набран у Руслана Байдакова. Молодые, амбициозные ребята. Мы это видели по той же встрече с Борисфеном. Это был первый матч финала 4. И если кто-то не присутствовал, не смотрел, Рубон просто здорово смотрелся, держался против могилевской команды. Ну, конечно, на всю игру ребят не хватило, но показали свой потенциал, и он определенно у них есть. Что касается Гродно, вчера как раз для команды Дмитрия Кузьмина была такая определяющая игра. Я думаю, что большое желание было обыграть Борисфен, к сожалению, не получилось. И сегодня команда из Гродно будет бороться за бронзу. Буквально последние секунды, последнее наставление от тренеров. Видим, как Дмитрий Кузьмин общается со своей дружиной. Ну а команда Рубона уже на площадке, уже в центре поля. В следующем составе Рубон начнет этот матч Илья Полоневич под номером 17, Эрнест Ткачук, украинский легионер в составе Рубона, оба брата Овсепяна Марсель и Виктор, и Пищейко Руслан. В общем-то, вчера усилиями, наверное, задней линии Рубон и держался какое-то время на расстоянии приемлемых 13-15 очков от Цмоков. Ну а дальше там уже, в общем-то, был такой мастер-класс для молодежи. Цмоки там продемонстрировали весь свой арсенал, включая слэмданки и быстрые отрывы. Позже расскажу, как складывался матч для Гродно с Борисфеном. Ну, а здесь мы уже видим, что в первой атаке Макс Шустов с мячом на Карасевича. По Максиму Шустову скажу, что в первом матче, совсем пока он так не вписывался в игру своей новой команды, вместе с Егором Потупчиком он покинул Рубон и перешел в ряды Гродно. Но заметно более лучшим образом действовал он вчера, стал лучшим скорером в составе Гродно. И я думаю, что поступательно он будет занимать все более видную и заметную роль в игре своего нового клуба. Егор Потупчик на Карасевича. Павел предпочел сделать паузу, но со второй попытки забивает. Не стал Виктор Овсепян нарушать. Ну и счет в этом матче открыт. 2-0. Илья Полоневич издали не точно. Вчера совсем не шли броски у Рубона. Если в первом поединке с Борисфеном отметился Алексей Качан и буквально раз за разом поражал кольцо, то вчера не шли броски, не получалось. Посмотрим, как сегодня
получится. У ребят точно так же, пока не идут броски у Шустова издали, он большую часть своих очков набрал вчера с линии штрафного. А издали, по-моему, у него из 4-1 только пока. Хотя мы знаем Макса именно как признанного шутера из-за дуги. Еще одна попытка Виктора издали. Не забивает. Так, из всех команд переходит от защиты к нападению в самом быстром темпе как раз-таки Рубон. Ну а вот Гродно никуда не спешит пока. Но уже говорила, что меньше времени было на восстановление. К тому же в своем интервью Дмитрий Кузьмин сказал, что всем дает поиграть, ну а как набирать игровую практику? Тут не тот случай, чтобы оставлять лидеров на скамейке отдохнуть. Ведь, по сути, для всех команд вот сегодняшняя игра – это третья после 5-месячной остановки чемпионата. Чтобы почувствовать ритм игры, темп, ну тут уже экономить силы действительно не приходится, а включаться по полной программе. Ну, пока мы не видим тут в этом матче каких-то сверхскоростей, присматриваются команды друг к другу. Я думаю, тут больше, наверное, будет тактически построен матч. Перебегать, все-таки марафон трехдневный, и уже последний день перебегать друг друга тут, я думаю, ни у кого не получится. Шустов на заслон, тут такой пик-н-ролл с разменом, преимущества не получили. Ну и фиксирует арбитр нарушение. Нарушение Эрнест Ткачук. Интересный парень. Я думаю, что усилит он Рубон однозначно, но пока много нарушений. В первом матче он покинул площадку за 5 фолов в четвертой четверти. Во втором матче тоже на 4 фолах отбегал. Много потерь. Ну, пока проходит акклиматизация игровая, потому что, конечно, это он не с Аргентины к нам прибыл, с Украины. Климатической нет, но вот игровая определенно есть. Ну вот видим, что Гродно включился в более агрессивную форму защиты, прижимают, идут в отбор, сдваиваются на игроках. Ну, в общем-то, претензии на победу у Гродно, ну, я думаю, что определенные, то есть хотя бы одну победу увести из финала 4, они настроены. Поэтому видим, что вот начинают отрабатывать в защите более усиленно. Илья Полоневич регистрирует арбитр фол. Егору Потупчику не согласен Егор. Ну, судьи также 5 месяцев были без практики, поэтому все встраиваются, все возвращаются в рабочее состояние. Будем снисходительны ко всем сторонам. С заступом, ну, было бы 2 очка, но неточная попытка. Ну, а здесь вот Шустов так и не сохранил мяч. Чуть не потерял при передаче, мяч вернулся, ну и Макс все-таки на дриблинге упустил за боковую, хотя для такого мастера, я думаю, тут... Ну, опять же, сложно уже. Во вчерашнем поединке Макс 37 минут провел на паркете, практически не получая замены. Уже говорила, что он больше всех положил и в командную копилку очковую. Ну, нагрузка на него легла колоссальная в новом клубе. Ну, вот здесь потеря. Пока команды вот обмениваются потерями, вообще тренеры говорили, что пока это бич для всех команд, потерь много. Ну и вообще тем состоянием команд, которые есть сейчас, ни один из коучей недоволен. Все хотят уже какого-то такого более четкого баскетбола. Да, пробежка. Не знаю, будет ли повтор посмотреть, но судья зафиксировала, и мяч переходит к Рубону. Хорошо, сейчас освободили Виктора из-под заслона. Ну и наконец-то вот дальний бросок, и Рубон этим броском набирает первые очки матча 7-3, потому что, в общем-то, практически 3 минуты не мог Рубон распечатать свое кольцо. Ну а здесь нарушение
И Марсель Овсепян получает фол, и Иван Каляев отправляется на линию штрафного после реализованного двухочкового. Ворвался под кольцо Шибаев, не рискнул из-под высокого Каляева забивать. Все-таки разница в росте большая, Шибаев 185. Хороший, интересный игрок из России, прибыл к нам буквально из, можно сказать, детско-юношеских соревнований, 18 лет парню. Вот, но за игровой практикой он сюда приехал, много времени на паркете проводит, но пока опять же тоже встраивается. Ну а Гродно не теряет времени, наращивает свое преимущество, еще 3 очка издали. Ну, пока Рубон, конечно, не может ничего противопоставить. Да, и звучит свисток, берет Руслан Байдаков тайм-аут. Я думаю, что действительно стоит сейчас... Ну, не знаю, в каком ключе будет разговор. Видели мы вчера Руслана, насколько он может быть экспрессивен, зол. Но я думаю, здесь пока будет разговор более сдержанный. Да, нет здесь еще особых эмоций. Но, несомненно, какие-то тренерские установки команде нужно получить. Сейчас при счете 15-3 нужно как-то включать свои ресурсы, чтобы разницу не давать матчу прямо с первой же четверти уходить в такой в невозвратный разрыв. Говорила о вчерашнем матче между Цмоками и Рубоном, что это классная, действительно очень мощная возможность для молодых игроков поиграть с игроками уровня Лиги ВТБ, укомплектованной действительно хорошими европейскими игроками и американскими. И, в общем-то, да, несмотря на счет, на большую разницу в классе, но я думаю, что молодым ребятам было очень интересно попробовать свои силы. Ну а здесь в игре с Гродно уже нужно пытаться сказать более веское слово, и сейчас это получается у Алексея Кощина. Вот если он нащупает свой бросок, который вчера у него не шел, а в первом матче он забивал, то вполне он может усилить периметр своей команды. Егор Потупчик, кстати, лучше, чем Шустов, ассимилировался в новой команде. И сейчас видим такой вот в свойственной ему манере проход в лицо. Шибаев так обострил, но не смог Илья Полоневич обработать этот пас. Тем не менее, еще остается время на атаку у Рубона. Ну, неплохо сейчас Гродно обороняется. Ну, прекрасно, прекрасно. Сейчас Виктор Овсепян сыграл на брата скрытым пасом. И хорошо здесь просто, ну, классная атака. Молодцы ребята. Сазонов издали. Ну вот отстояли в защите. Сейчас можно подсократить разницу, если получится атаковать и результативно. Ох, нужно помогать. Посмотрим, кому мяч перейдет. Тем временем замена. Да, мяч остается у Рубона. А на площадке появляется Тимур Дрюков, который вчера буквально 27 секунд, вот смотрю по протоколу, 27 секунд провел на паркете. Не задействовал его Дмитрий Кузьмин в матче против Борисфена. Да, нарушение, наверное, для... Да, первое же нарушение сразу получает Тимур. Очень нужно сейчас Рубону набрать очки именно в этой атаке. Вот сейчас Сивацкий с мячом, кстати, вчера очень... Ай, ну хорошо ж было, и надо было просто переместиться Сивацкому. Недопоняли друг друга. Ну и точнее видел Шибаев, что не готов партнер.
Жалко вот этой возможности упущенной. Хорошо проходит Виктор Овсепян. Денис Сивацкий хорошие моменты создавал себе в первом матче, но были большие проблемы с реализацией. А во вчерашней игре как раз-таки с первых минут у Дениса неплохо получалось. И в обыгрыше лицом к кольцу, и спиной. Посмотрим, как он в этом матче. Ну, вот здесь пропускает он игрока далеко. Ну, Карасевич не наказывает своего визави, который там переключился на более низких игроков, не забивает с периметра. 19-10 за 3 минуты до конца первой четверти. Ну, немножко Рубон вот нащупывает игру и в командных каких-то взаимодействиях. Сацук Константин не самое лучшее решение. Было еще время на атаку с сопротивлением, и никто на подборе из партнеров помочь не смог. Придется снова в защите отработать. Ну а здесь смотрим, что у Гродно получится. Сазонов еще раз издали. Снова не забивает Максим. Но это только на руку Рубону. Сейчас нужно что-то... Шибаев решает снова взять на себя. И в этом случае он совершенно прав. Он забивает 13-19. Ну, такой небольшой спорт совершает Рубон. Если будут четче действия в атаке, не будет таких преждевременных бросков, когда партнеры не готовы побороться за отскок, то, я думаю, дела у Рубона наладятся. Возвратились команды на площадку. В данном случае оправдан был тайм-аут от тренера Гродно. Видит Дмитрий Кузьмин, что упускают инициативу его подопечные. Моментально отреагировал, взял перерыв. Ну и посмотрим, как последние 2,5 минуты Гродно проведет. Смогут ли они оторваться. Ну а Рубон действительно вот включился в игру. И сейчас на равных соперничает с Гродно. Ну вот не переключился там Шибаев, я думаю, должен был встать перед большим игроком, потому что Сивацкий ушел на помощь. Ну и вот этот короткий пас прошел и взятие кольца. Сацук издали. Хорошо, Пищейко Руслан, высоком нужно, да, предложить себя, и делает это Сацук. Получают ребята еще на возможность на атаку. Вот этот элемент вот всегда для меня очень ценно в игроках, когда помочь партнеру, у которого абсолютно нет возможности ни выбросить мяч, ни уже ведения нет, ворваться в зону и тем самым дать ситуации развития. Сейчас вот Сацук действительно ускорился очень по делу, но пас до него не дошел. Шибаев проход, но останавливает его рейд судейский свисток, получает фол Швакин Владислав. По фолам у Гродно уже 4 к концу первой четверти, у Рубона 3. В общем-то и у той, и у другой команды по 11 игроков. В ростере Шибаев тут, ну, в общем-то, оппонент примерно равный ему по росту, но тем не менее Швакелю удается накрыть Шибаева. Ну а здесь ошибка в исполнении аккуратника Дмитрия. И Рубон сейчас, ну, по счету, да, конечно, при такой разнице нужно забивать и отрабатывать в защите. Сивацкий высоко сейчас от кольца играет. Уже говорила, что вчера он хорошо справлялся с ролью тяжелого форварда, и сейчас отработал на подборе, и ну, прекрасно все сделал Денис, и еще нужно довел свое дело до результата.
Вот в такой манере подвижнее, быстрее. И Денис, я думаю, станет очень ценным компонентом витебской команды. Ищейка Руслан разгоняет. Я думаю, да, уже нужно идти самому. Тут уже на этой скорости отдавать мяч назад не получится, но не забивает Руслан. Ну а Гродно быстро разбирается. Если бы только Тимур Дрюков забил этот мяч. Ну вот, если бы сейчас Алексей Качан забил, это было бы просто отличное решение для Рубона, но, к сожалению, не получилось. Сейчас придется в защите. Полминуты осталось до конца матча. Ой, простите, до конца первой четверти. Вчера тоже пыталась на 10 минут укоротить игру между Борисфеном и Гродно. Кто меня слушал, ну, на самом деле это такой был курьез. Вот. Ну, утешаю себя тем, что разные случаи бывают. Люди и в ямы оркестровые падают. Ну, вот у меня такое произошло. Сейчас Эрнесто Ткачук с мячом. 4 секунды до конца. Ай-яй-яй. Ну, сейчас будет еще время на последнюю атаку. Нужен, наверное, тайм-аут. Будут ли какие-то рекомендации? Нет, не берет тайм-аут Руслан Байдаков. Посмотрим. Ну, вот так заканчивается эта четверть. Швакель Владислав не дает атаковать Ткачуку, и команды отправляются на 2-минутный перерыв. Ну что ж, пролетели 2 минуты, передохнули команды немного, 21-15 в таком счете начинается вторая четверть. Хорошо сейчас Ткачук ободрал Швакеля на дриблинге. Недоволен Руслан Байдаков, что раньше пас не пошел. Но тем не менее, перехват оформлен, и хорошая возможность начать с записи очков первыми в этой четверти. Подтянулся Рубон. Такое было не впечатляющее начало в их исполнении. Но сейчас вот словили ритм, темп и догоняют Гродно. Судьи пока тут проконсультировались с судейским столом, пересмотрели эпизод. Поменялись стартовые составы. Во второй четверти Алексей Качан на площадке, Денис Сивацкий. Если помню, начинали с двумя братьями Овсепянами в старте. Хорошо. Ах ты, ну
Ну все, создали партнеры, вывели на атаку, но не забил Денис, к сожалению, я думаю, от большого желания, но такие мячи точно надо забивать. Ну а в это время Каляев спаса наводчика, врывается в зону и только посредством фола был остановлен, но будет пробивать свои броски с линии штрафного. Ну, тут такая дисциплинарная мера в адрес Севацкого, меняет его Марсель Овсепян. Ну, такой сигнал от тренера, что надо забивать. В такой игре такие мячи, конечно, соглашусь. Не попадает первый свой бросок Иван Каляев. Ну и вторая попытка тоже не летит. И к тому же при подборе мяч от ноги Каляева покидает площадку. Пока счет не дрогнул. Ну, можно сказать, что вот сейчас Рубон опять начинает четверть сначала. Прижимают гродненские игроки. Вот круг Григорий плотненько опекает Илью Полоневича. Прижал, и в итоге заканчивается все нарушением в нападении. Хотя странно видеть, когда игрок, стоящий на коленях, умудряется получить фол. Ну, я думаю, просто эмоционально отреагировал на опеку. Сейчас вернет той же монетой. Но здесь у Крука получается очень быстро оторваться. В принципе, мог даже и атаковать сам, но сыграл на Карасевича, а тот не забил. Поэтому Рубон быстренько уже на своей половине организовывает атаку. Ну хорошо, Руслан, ну понятно, тут из-под Карасевича сложно забить, поэтому и обыгрыш еще был более-менее динамичный, а бросок вот уже фактически просто выброс в сторону кольца. Ну, 1,5 минуты сыграли команды, и ни одна из них так и не смогла пока набрать ни одного очка. Ну, вот посмотрим, получится ли это у Крука издали. Да, забивает Григорий. Издали 24-15. Ну, пора Рубону уже чем-то ответить. Ткачук ищет, на кого из партнеров сыграть. Илья Полоневич издали. Ну вот подбора нет. С другой стороны был Марсель Овсепян. И очень быстро организовывает Гродно атаку. Ну и Пищейко Руслан фалит. Ну, в общем-то, это еще неплохой исход, потому что Каляев мог и вместе с ним занести мяч в кольцо, да еще потом и со штрафа пробить. Замена. Виктор Овсепян появляется на площадке и меняет еще Байдаков Ткачука на Шибаева. Ну, получше дела уже у Ткачука в том плане, что меньше стало ошибок, собственных потерь, таких невынужденных. Но в плане управления командой он все-таки приглашался на роль плеймейкера, управляющего всем нападением. Пока вопросы есть, но, по крайней мере, уже в такие моменты, как потери, Эрнесто уже откорректировал в своей игре. Я думаю, что постепенно он все-таки покажет все, на что он способен. Посмотрим, кому из двоих, Шустову или Каляеву, будет фол. Да, Максу Шустову. Ну так вот, быстрее надо избавляться от мяча, видя, что готовится сдваивание. Не доводить до ситуации, когда уже просто тебя укладывают на паркет. Но это я в адрес Полоневича, наверное, такое замечание себе позволяю. Хорошо, Шибаев, ну вот опять же, из-под Карасевича забить. Понятно, что бросок был сложный. Ну а здесь получается у Суцука, и он же, сделав перехват, разгоняет. Ну, вот сколько мячей уже не забито Рубоном. Ну хотя бы половина из них, если бы достигли цели, то совершенно другие были бы цифры на табло. Очень дезорганизует и демотивирует то, что коллективно создают, да, вот здесь такая нелепая ошибка,
Коллективно создают возможности в нападении, отрабатывают в защите. Но вот без реализации этих моментов, конечно, очень сложно оставаться в игре. Ну, разница абсолютно не критичная. 11 очков. Немного добавить в точности. В общем-то, по игре, по защите, по нападению вполне прилично смотрится Рубон. Здесь вот наводчик Андрей издали, но борется там на подборе Кураев с Ацуком. И, в общем-то, Константин получает фол. Смотрим по фолам. Ну, пока нет перебора ни у кого из игроков. Тем временем замены. Максим Сазонов дает отдохнуть Андрею наводчику. Забивает Максим свой штрафной. Владение остается у гродненской команды и 14 секунд на атаку. Карасевич с мячом. Шустов тут взял на себя роль большого игрока. И Карасевич вот хорошо врывается под пас Сазонова. И 29-15. Своими промахами Рубон загнал себя в уже такую не лучшую ситуацию. И вот сейчас очередная потеря. Хорошо сейчас Сивацкий успевал на перехват. Ну и, кстати, Карасевич тут, если не ошибаюсь, ну нет замечания, значит 3 секунды. Прошу прощения, не уловила тут, какое нарушение было у Гродно. Ну, тут рабочий момент. С разворота Денис... Сложно тут упрекать его в этом промахе. К тому же он только что вышел со скамейки. Ну, а здесь индивидуально 2 первых номера выясняли отношения. И круг, в общем-то, оказался быстрее и точнее. Забивает он из-под Шибаева на 1 свой мяч. Очень быстро возвращается Андрей наводчик. Буквально вот передохнул, не знаю, мне показалось, меньше минуты. И отправляется отдохнуть Карасевич. Да, Дмитрий Кузьмин тут дает игрокам непродолжительный отдых, потому что понимает, что Рубон не та команда, которая вот согласится с этим результатом, какие не были бы цифры на табло, и понимает, что расслабляться нельзя, и загружать чрезмерно игроков тоже. Должны у них остаться силы на всю дистанцию, потому что впереди еще 2,5 четверти игры. Не попадает Илья Полоневич, но радует другое, что большое игровое время получает молодой игрок. Я думаю, именно за этим он, так же как и россиянин Шибаев, пришел в Рубон, чтобы получать как максимум игровой практики. Я думаю, что придут к нему и улучшится качество его игры, потому что без практики это в тренировочном процессе сделать невозможно, а именно в Рубоне у Ильи есть такая возможность. Ну, хорошо, здесь Денис на эмоциях не стал фолить, потому что к потере можно было бы добавить еще и персональный фол. Ну, а здесь быстрый ответ от Гродно. Ну, идет Гродно накатом. Вот тот отрезок времени, когда получаться стало в нападении, у Рубона проходили комбинации, наладились командные взаимодействия. Но вот отсутствие попаданий все-таки деморализовало команду. И сейчас распалась командная игра. Но вижу, что ребята поддерживают друг друга. Нет там взаимных претензий внутри команды. Это хорошо, в общем-то, характеризует игроков.
Отправляется Полоневич на замену, возвращается Алексей Качан. Ну вот, кстати, именно с его трехочкового попадания и начался в игре вот, как бы восхождение Рубона, когда они сократили разницу максимально. Ну вот пусть бы сейчас Алексей включился. Нужно помочь партнерам в этом матче. Шибаев пробует сам хорошо на Виктора. Забивает Виктор. Взял сейчас на себя роль стабилизатора. Немножко надо действительно успокоить команду хотя бы несколькими попаданиями. Ах, нет спины. Ушел Шибаев от Шустова. Ну а Шустов организовал подбор, не забил, но Сазонов там уже добавил мяч в кольцо. Авантюрно действует сейчас Сацук. Абсолютно ненужное вот обострение. В момент, когда команда только-только вот забивает усилиями Овсепяна 2 нужных очка, вот такая атака на удачу, считаю, была совсем не нужна. Возвращается Марсель Овсепян. Тем временем Шустов снова на линии штрафных. Да, уже 20 очков преимущества у Гродно. Я думаю, что потенциал и ресурсы у Рубона гораздо больше, чем вот сейчас отражает ситуация. Но, к сожалению, если нет реализации бросков, то вот эта разница уже ощутимая. Ну, посмотрим. Если заработает командный дух, взаимоподдержка, то все еще может поменяться. Ну, а Гродно планомерно, поступательно решает свою задачу, хочет попасть на пьедестал. И, в общем-то, очень так собрано, концентрированно отрабатывает всеми игроками. И вот и это все видим на табло. Но сейчас получилось все-таки сыграть через пас. И Марсель Овсепян забивает. Сейчас есть возможность. Но уже бы, да, лучше остановиться, сыграть позиционно. Ну, вот Руслан Пищейко с дистанции, нормально сейчас получилось. Атаковал свободно. В принципе, есть, конечно, логика в том, чтобы сейчас Рубону быстрее атаковать, не делать затяжных атак, экономить время свое в нападении, чтобы успевать в своей вот этой гонке за Гродно. Но нужно забивать. Ну что ж, команды на площадке. 3,5 минуты осталось сыграть в этой четверти. Вот хороший отрезок сейчас выдал Рубон, но не хватает стабильности. То есть не может команда продолжительное время сохранять концентрацию и держаться вблизи Гродно, я имею в виду по счету. Вот сейчас выстояли в защите. Гродно возвращается, кучно все успевают. В общем-то, переход как раз был такой не быстрый. Видим, что пробует Рубон комбинационно. В общем-то, перемещения были, но ситуация не была создана. И заканчивается. И, кстати, вот мне интересно, что сейчас будет. Это будет трактовано как бросок. И будет
Нет, хотя вот на опыте даже видим, что Виктор Овсепян отправился на линию штрафного. Очень правильно он поступил. Всегда в таких ситуациях нужно как бы показывать, что это был бросок. То есть, когда идет фол, неважно в какой части площадки, ну, понятно, что на своей половине, даже если игрок не планировал бросать, опытные игроки успевают, уже слыша свисток, каким-то движением показать, что это был бросок. Вот сейчас Овсепян как бы всем своим видом показывал, что я же бросал, и поэтому где мои штрафные броски. Так, в таком медленном тягучем проходе Марсель Овсепян, но забивает, переигрывает Карасевича, через его руку отправляет мяч в кольцо. Максим Шустов издали. Пока у Шустова всего лишь 2 очка на счету. Так, тут Шибаев... Ну, как раз вот такие быстрые очки сейчас и нужны. И, в общем-то, из 3 подобных атак первый раз получается у Шибаева занести мяч в кольцо. Чувствуется, что он в своей команде был лидером, а по дюблу, вот статистика российскому, по 15 очков за матч он забивал. Здесь наводчик отправляет мяч в кольцо. И разрешалось ему, наверное, вот быть таким, ну, не хочу сказать всадником без головы, но вот пока есть моменты, в которых индивидуально он, ну, свои интересы ставит выше командных, но в ситуации, когда ни у кого не идет, кто-то должен забивать, поэтому тут оправданы его действия. Егор Потупщик. Так, по периметру выстрелился Гродно. Ну, будет пробовать Каляев, наверное, да, через зону. Никто не предложил себя в зоне. Карасев дожидается на линии трехочковой, как будто бы это его основная работа, бросать из-за дуги. Но вот уже 3 попытки было у Павла, ни разу он не попал. По-моему, уместнее было бы на пас входить в зону, но вполне допускаю, что к концу второй четверти просто нет сил на то, чтобы доработать ногами и предложить себя партнеру после скоростного входа. Вот жаль, сейчас у Виктора Овсепяна не получается бросок из-за дуги. Минута осталась до конца матча. Немного мне это напоминает ситуацию в 3-3, когда команды ну так, растратили уже энергию и начинаются броски из-за дуги. То есть это более простой способ атаковать, чем... Ну вот сейчас точно так же Гродно поступает. Егор Потупщик атакует издали. Пробовал навесом здесь Сацук забить. Не получилось у Эрнеста это сделать. Ну, Шустов дает всем успокоиться. Все-таки Макс, наверное, самый опытный из присутствующих на площадке. Успокаивает, дает отдышаться. Ну и вот здесь наводчик издали, но пробовал Каляев спасти этот мяч. Хорошо, что обошлось без травм, без падений. Такие гибкие рекламные щиты. Хорошее решение для именно баскетбола, потому что очень часто игроки в отборе убегают за пределы площадки. Ну что ж, 26-43. Вот такой итог первой половины матча. Отправляемся на 15-минутный перерыв, а потом ждем всех вас для того, чтобы досмотреть этот поединок, а возможно увидеть какую-то интересную развязку.
Это сделался не крутые, пожмите ручками, спасибо отдельно парню сверху, ему прям вообще понравилось. Это ваш преданный болельщик, но всех остальных правильно делают люди, которые постепенно выходят. Финал, не будем уже жидить и экономить подарки, все очень просто. Смотрите, в контрольных точках я разложил прям подарки. Вот если с этой точки вы попадаете в кольцо, то смело забираете себе приз. Все очень просто. Просто попасть. Да, это кажется, что просто. Я думал, сейчас реально попадет и все, и просто. Не так просто. У нас здесь, кстати, эксклюзивные стикер-паки. У меня таких нету. Да, как оказалось, все просто. Вот смело забирай. Ну и давайте вот бонусного мы поставим на желтую линию. Вот это бонусный приз, самый большой. Вот кто попадет с бонусного первый, тот заберет наш талисман нашей сборной. Все. Ну и все остальные точки тоже свободны. История та же. Попал, забрал приз. Все очень просто. Мне кажется, что... О чем прям без музыки идет? Ты попала с какой точки, с нее смело забирай. Вот там есть выбор, там их даже несколько. Нет, ну не ходи по ним же, ты что? Смело забегай, нет. А, нет, даже не стикер-пак забрала. Странно. Я бы стикер-пак забирал. Нет, ты выбирай, что хочешь. Да, желтая линия, это вот кто попадет, это супер приз. Это самый сложный бросок, как мне кажется. Такая сейчас пошла просто лавинообразная атака на кольцо. Попал, забирай подарок. Так, только не смахивайте, а то они начали разлетаться. Будьте внимательны, смотрим партнера. Да, если ты попал отсюда, забрал, что приглянулось. Но ты не попал. С этой же точки. Ты попал? Ё-моё, я пропустил момент, когда вы забрали суперприз, но ты красавчик. Короче, вся эта штука продолжается ровно до того момента, пока не закончатся призы или пока команда не выйдет. Но что-то мне кажется, что призы закончатся раньше. Хорош, хорош. Я так понял, что у нас остался один стикер-пак, он остался на угловом броске. С той стороны осталось еще несколько магнитиков, ну и самый сложный, я так понимаю, бросок с центра остался. И... Я так понимаю, это площадка ребят, они будут занимать ее. 3, 2, 1. Давайте, кто успел, и будем освобождать место для игроков. Все, парни, что успели, то успели получить. Давайте перемещаться на ту сторону площадки, пока не вышли соперники Гродно. Давайте пока нет соперников, давайте трехочковую, вот еще зону с трехочковой зоны поиграем. Почти, почти. Есть! Красавец! Ну ты у нас не первый раз уже выходишь сюда на паркет, поэтому
Я видел твои броски дальние. Это такое семечко, будем честны. Давай, давай, да. Пока нету команды и пока есть призы, смело. Там сразу двоечка зашла. Хорош, но чуть ближе протокол сделан. Не выдержал, вернулся обладатель суперприза. 5 еще и 4 уже. Видите, как динамично меняется количество. 4 магнита у нас осталось. 3. И все близко. 2. А почему 2? Никто ж не попал. И 1. Быстрее забирай тот, кто успел. Все, стоп, видите, как синхронно вы отработали. Ровно на моменте, когда закончились подарки, вышла и команда. Давайте оставим площадку им. Всем спасибо, братцы. Но не забывайте, будет второй матч, там финал, там и подарки тоже будут помощнее. Что такое телевидение сегодня? Представьте, что можете поставить на паузу передачу, сериал или спортивную трансляцию. А если вдруг забыли что-то посмотреть или хотите смотреть снова, архив сохранит это. У вас смартфон, планшет или компьютер? Здорово! Смотрите любимые каналы с нескольких устройств через один аккаунт. Попробуйте Бока ТВ прямо сейчас. Первые 30 дней бесплатно. Телевидение — это теперь так.
Ну что ж, буквально вот минута осталась до судейского свистка, который даст старт второй половине матча. Команды провели время в раздевалке, провели свои мини-совещания с тренерами. Ну и сейчас, немножко восстановившись, возобновят свой поединок. Ну, пока, конечно, никаких сомнений не вызывает преимущество Гродно. Ребята из Рубона пока демонстрируют только такие всплески качественной игры. Ну а все остальное время находится в роли догоняющих, теряющих мячи и не забивающих с верных открытых позиций. Ну, сложно, конечно, сейчас настроиться им на вторую часть, но надо играть. Счет не разгромный. Да, он внушительный, но не катастрофичный, поэтому посмотрим, как вступят они во вторую половину матча. Но что касается Гродно, то здесь все стабильно, все неплохо. Это видно и по счету, вернее, по личным статистическим показателям игроков. То есть у многих вот ровное количество баллов, по 8 у Андрея Навойчика и Павла Красевича, 7 у Егора Потупчика. То есть практически все, кто были на площадке, отметились забитыми мячами, за исключением Тимура Дрюкова и Владислава Швакеля. У Рубона картина другая. Здесь ну, вот Алексей Качан в лидерах и Марсель Овсепян. Остальных там по чуть-чуть. Но я думаю, что еще более чем достаточно времени и индивидуально поработать на свою статистику, но и на командный счет тоже. Тем временем Шустов в атаке. Ну вот здесь посчитал Андрей, что партнеру, стоящему за спиной, идет мяч, уходит в боковую. Эрнесто Сацук с мячом. Так, ну помогайте, партнеры. Илья Полоневич. Проба прохода. Хорошо сейчас Виктор подработал, но не удалось. Вот пока, ну, первая атака, не будем делать выводов, что продлится вот эта серия незабиваний. В конце концов, с процентами не так уж хорошо и у Гродно. Я сейчас посмотрела по протоколу. Показатели Гродно колеблются вот около 50%, ну, где-то 58, например, с двухочковой линии, где-то 45 это по общему числу очков. Получше ситуация там со штрафными 66, но это не те, конечно, цифры, которые, в принципе, должны быть удовлетворительными для любой команды. Но у Рубона еще хуже. У Рубона цифры ниже не то что 50% отметки, они там уходят к 30, к 33, а к трехочковым вообще 30. То есть с такими цифрами, с таким процентом, конечно, никакие игры не выигрываются. Создавая ты хоть миллион моментов нападений, но если не забиваешь, то, конечно, ничего не получится. Но здесь вот у Андрея Навойчикова тоже не летит мяч со штрафа, подпортит он тоже командную статистику в этом показателе. Издали Виктор Овсепян. Ну, не получается. Было у Виктора вот попадание в первой половине. Бросать надо, атаковать надо. Это не причина для того, чтобы прекратить попытки. Ну, или скорее варьировать. Хороший пас от Полоневича, причем через двух защитников. Такой рискованный, но достигает цели. Из быстрого отрыва Рубон забивает 2 очка. Даже уходя на тайм-аут, так качает головой Виктор Овсепян, что прошла эта передача.
Закончился тайм-аут, взятый Русланом Байдаковым. И Гродно сейчас будет организовывать свою атаку. Я думаю, что для всех команд в чемпионате Беларуси, который скоро стартует в конце сентября, вот эта серия матчей, хорошая такая программа. Не назову ее, конечно, подготовительной, ведь здесь идет борьба за титулы. Смоки будут защищать свой титул чемпиона Беларуси. Идет распределение серебряных, бронзовых медалей. Не буду забегать вперед. Я думаю, будет очень напряженный матч между Борисфеном и Смоками столичными. Дождемся его, он стартует в 14:30. Но в преддверии сезона вот поиграть, нащупать свои составы, очень, понятно, что это вынужденная мера, перенос финальной части чемпионата на осень. Дождемся потом регулярного сезона, интересный формат розыгрыша будет, уже говорила о нем в прошлых репортажах. Ой, ну здесь вот видно, в мышцу попали Лёше Кочану, просит замену. Будем надеяться, что это не то повреждение, которое не позволит ему доиграть этот матч. Обращается он к доктору. Ну а игра продолжается. 28-44. Хорошо Илья убрал корпусом Каляева. Ну тут уже не хватило вариативности в нападении. Не сильно он освободился от опеки того же Каляева. Но, по крайней мере, заработал на себе нарушение и будет пробивать штрафные. Забивает Илья. Конечно, нужно забивать. Второй также достигает цели. Смотрю сегодня вот за Шустовым. Ну вот неровно проводит он эти матчи. В первом матче не вписывался в игру, во втором все наладилось, забивал. Ну и вот ожидала, что в этой игре еще больше он нарастит свое влияние на команду и свои там проявит снайперские качества, но пока не получается. И в принципе Рубону нужно это использовать, потому что от Шутова много зависит, от Шустова, простите, что будет происходить на площадке. И вот не идет у лидера игра, но вот Рубон не может так вот подсобраться и, используя какие-то слабости соперника, отдельных игроков, использовать и сыграть в полную силу. Денис Куратчик. Так, замедлилась атака у Гродно. Навойчик будет издали. Отборолся сейчас Рубон, хотя без особой постановки спины. Есть подбор. Кстати, по подборам абсолютно в первые две четверти преимущество. Жаль, не забивает. Не забивает Марсель Евсепян. Абсолютное преимущество на стороне у гродненской команды. По цифрам это в 26, общее число подборов против 18 у Рубона. Да, и мы видели, были атаки, когда партнеры атаковали, особенно это в нападении было заметно. И учитывая, что с реализацией это были огромные проблемы, но на подбор не шли, фактически сразу возвращались в защиту. И вот эта разница в счете и очень хорошо отражает этот момент. Ну а здесь Карасевич легко разобрался в зоне. Карасевич тут пытался больше быть снайпером с периметра, не очень уж у него это получалось. Вот сейчас разыграли двойку, и Марсель Евсепян забивает. Идет череда заслонов. Куратчик хорошо поднял, аккуратник. Тут и Каляев уже пришел на помощь. Хорошо сейчас кучно отыграли, без фола. Будет ли атаковать Сацук? Есть там Марсель на подборе, но Марсель не на ту сторону
улетает мяч, ну и приходится возвращаться в защиту, отрабатывать по новой. Еще одна. Будет ли... Ну, неплохое сейчас решение принял Шибаев. Видел, что в случае, если не забьет, есть за спиной высокий игрок, сделает подбор, вот обострил, атаковал, заработал 2 очка и может еще добавить забитый штрафной. Не забивает, если бы сейчас еще подбор. Но вот Виктор Овсепян прямо вот не пошел в подбор, отвалился сразу в защиту. Хотя можно было за съем, наверное, в этой ситуации побороться. Может быть, уверен был, что Шибаев забьет. Ну, тут опять идет перепрыгивание на подборе. Мяч у Егора Потупчика. А вот теперь хорошо, очень хорошо Полоневич грамотно среагировал, закрыл пас, который мог пойти после сдваивания высоких игроков. И вот этим своим действием запутал гродненское нападение, и атака, в общем-то, захлебнулась. Очень здесь хорошо Илья в защите просчитал действие нападения. Видим здесь на тайм-ауте, что даже потребовалась помощь врача Виктору Овсепяну. Получил он повреждение одной из шейных мышц. Ну а тем временем Руслан Байдаков наставляет команду. Ну, получается неплохо. По крайней мере, не худшие моменты мы сейчас увидели в исполнении Рубона. Половина третьей четверти отыграна. 34-46. Смогли ребята уменьшить разницу. Помним, что было уже и 20 очков. Ну, в общем-то, так постепенно отвоевывают очки. И, в общем-то, и у Гродно сейчас есть определенные трудности в нападении. Видели, что несколько таких глупых ошибок совершено было. Ну вот... Хорошо сейчас Сацук, вот говорила в прошлых репортажах, иногда такие рейды нужны не столько команде, сколько самому игроку, чтобы вот обрести уверенность, почувствовать вот это, ну, ощущение после забитого собственноручно мяча. В дальнейшем не значит это, что игрок будет бесконечно вот брать игру на себя, но просто даже для плеймейкера время от времени обязательно нужно забивать, чтобы чувствовать себя частью механизма всей команды. Хорошо сейчас разыграли, хорошо быстро движется мяч у Рубона. Ну вот ушли моменты для атаки. Сейчас будет уже пробовать Пищейко забить. Руслан, и получается, падает под ноги Куратчик. Обошлось без фолов, без травм. И 38-46, 8 очков. Более чем достойный отрезок сейчас проводит Рубон. Посмотрим, как отреагирует на это Гродно. Ну, преимущество теряется буквально на глазах. И пока мы не видим, вот, чтобы кто-то так лидерски себя проявлял у Гродно. Знаем, что это может, в принципе, быть любой из тех, кто сейчас на площадке. И Потупчик, и Каляев, и Карасевич. Но вот пока видим, что такие странные пасы друг другу отдают в ноги. Шутов идет в лицо. Ну и вот видим, что, по сути, тут должен был спасать Каляев. Он должен был в центр войти, потому что, ну, куда еще Шустов мог отдать мяч. Но на самом деле Макс даже и не смотрел в зону. И если бы там кто-то и был, как-то он не видел это пространство. 3 минуты осталось. Вот третья четверть вселяет в оптимизм. Ну, в любом случае,
Так, ну вот, как бы было сейчас хорошо, если бы Руслан без приземления добавил мяч в кольцо, вот помешал ему этот блендинг, скажем так. Не успеваю русских аналогов даже подобрать. Вот. Ну а сейчас Сацук обострил. Смотрим, что по фолам. Нет, конечно, это вряд ли этому фолу будет дан статус броскового. Скорее всего, будет мяч вводиться из-за лицевой. Да, судьи показывают на лицевую линию. Тем временем Сацук отправляется отдохнуть. Возвращается Алексей Качан. И есть 17 секунд на атаку. Можно не спешить. Неплохо сейчас у Рубона получается вот, комбинационная игра. Ну, уже второй раз вот Ткачук применяет вот этот элемент, такой наброс. Причем в этой ситуации там и не было большого, которого стоило бы перебрасывать. То есть, по-моему, злоупотребляет он этим своим броском. Ну, а здесь вот упущен Карасевич, под кольцом забивает. Понимаю Байдакова, который недоволен действиями плеймейкера своего. Вот те моменты, когда преимущество вот, уже подступает, но нужно забивать. Вот опять нечеткая атака, и все, и захлебнулась эта погоня. Причем тут никакого нет влияния на это все команды Гродненской. Это своими руками витебчане загасили свой напор своим просто вот ну, нелогичными решениями. Очень обидно на самом деле. Шустов лицо прошел. Навойчик издали, надо спину ставить. Ну а здесь вот Андрей, ну вот Гродно наказывает за такие вот действия. И сейчас нужно снова возвращаться в игру, заново строить. Ну вот хороший сейчас ход. Очень нужные 3 очка от Марселя Овсепяна. И, возможно, удастся закрепиться хотя бы на этом рубеже сейчас. Ну, неплохо Шибаев отрабатывал сейчас ногами. Возможно, стоило бы Пищейко Руслану подключиться к защите, пораньше переключиться, прийти на помощь. Но в итоге вот 2 штрафных будет у Шустова. Вот только в третьей четверти Максим сейчас сможет добавить очки в свой список послужной на этот матч. С 2 очками так он и пробегал практически 3 четверти. Ну и не сказать, что я не вижу сейчас данных по ассистам. Посмотрим. Так, появился Денис Севацкий на площадке. Сейчас с высоким составом играет Рубон. Возможно, стоит поиграть на больших. Есть Севацкий, есть Овсепян. У Гродно, ну, в принципе, там есть и Каляев, и Карасевич. Особого преимущества нет. Пока оба центра высоко. Ну, хорошо. И пусть бы Денис... Ну, вот... Не знаю уже, как комментировать такие моменты. Не забивает. Севацкий по-прежнему с завершением атак беда. Уходит от Каляева, но в этом моменте, ну, браво Ивану, поборолся за мяч. Пытался вытащить его из-за боковой. Ну, видно, что Гродно заряжены на борьбу, на победу. Севацкий с мячом. Из-под заслона выходит Шибаев, но уже не смог тут вырвать мяч Севацкий. В принципе, не забиваешь, отрабатывая на подборах, все правильно. И учитывая, что показатели слабые у Рубона с подборами,
Ой, ну а здесь вот тоже вроде Сивацкий правильно поступил, остался со своим в защите, но Круг забивает, уходит на двухминутный перерыв. Гродно с 13-очковым перевесом, а было уже 8 очков разницы. Опять упустил Рубон возможность удержаться вблизи своего визави и, как уже говорила, сам создает себе трудности тем, что не забивает. Это один момент. И второе, то, что вот нет концентрации, нет игровой дисциплины. Нет понимания, что нужно делать выверенные атаки, доводить их до верного. Ну, посмотрим. Сейчас Байдаков общается с командой. Есть еще 10 минут для того, чтобы выровнять эту игру. Ну что ж, стартует последняя четвертая четверть при счете 41-54. Не такое, при всех трудностях, которые Рубон испытывает в атаке, на самом деле преимущество абсолютно не критичное. Смотрим, кто в лидерах по очкам у Рубона. Это Марсель Овсепян. У Гродно это тандем больших Карасевич и Навойчик. У них по 12 очков. Но сейчас как раз Карасевич отправляет мяч в аут и дает возможность Рубону еще больше тут сократить разницу. Что сейчас делает Шибаев? Ну, выводит на бросок Сацука издали, и Сацук забивает. Очень хороший задел вот сразу в первой атаке. Вот если бы эта четкость была и осознанность действий, потому что мы видели, как Шибаев тут до конца шел в свои проходы, бросал сам. Сейчас сыграл на партнера. Сивацкий тут без фола остановил Дрюкова. Издали Швакель не забивает. Ну вот как же упустили Карасевича на подборе, не поставили спину. Ну и Гродно продолжает свою атаку. Карасевич снова издали. Ну и вот в этой атаке добивается успеха. И становится лидером по очкам. 15 на счету Павла. Забивает сейчас Марсель. Спокойно, уверенно. Вот в такой манере и следует действовать. Смотрим, как Гродно. Ну, Гродно сейчас неплохо движется, на самом деле. Отдохнули немного. Карасевич снова берет на себя ответственность за атаку. В этот раз не попадает. Ну, а здесь помешали друг другу. Сацук попадает в ноги Овсепяну. И Григорий Круг пробует издали. Ну что ж, не нужен сейчас разгон. Нужно сыграть до верного. Останавливается Шибаев. Ну, неплохо было задумано, исполнение подвело. Ну, а здесь Куратник забивает. Обошлось без фола. Намудрили немного рубоновцы в атаке. Опять же, вот не та ситуация, чтобы такие сложные пасы применять сейчас в игре. Что-то более ординарное нужно придумать, но способное
принести успех. Не получается в этой атаке. Похоже было на пробежку. Но опять приуныли желтые. Но нужно играть на морально-волевых. Разные ситуации бывают. Шибаев идет до конца. Сацук рискнул, хотел сделать перехват. В итоге не дотянулся. И на пустое кольцо вышли два человека из Гродно. Ну, понятно, что здесь уж без вариантов. Снова провал у Рубона по атаке. Поможет ли сейчас бросок Кочина? Издали нет. Ну и уже полный тут такой накат от Гродно. Команда бежит, в то время как у Рубона остановились все. Уже нет даже возвратов в защиту. Силы, похоже, закончились у ребят. Да, идет такая множественная замена у Рубона. Сразу 3 игрока покидают площадку. Уходит Марсель Овсепян, Качан, уходит Шибаев. В игру входит Пищейко Руслан, Илья Полоневич и Эрнесто Ткачук. Ну, без комментариев. Гродно тем временем играет тут и с забеганиями, с широко, с амплитудой. Просто видно, что физически силы у Гродно осталось больше. Мало того, что были проблемы с атакой, я думаю, что просто еще и физически сейчас Рубон подсел. Видно, что вот этот брак в передачах и невозвраты в защиту. Ну, сложно молодой команде. Я думаю, что Гродно гораздо более подготовленными оказались и к такому марафону. Ну и кроме того, не будем забывать, Рубон играет в десятером. Это на самом деле сложно. Не выходит на площадку молодой Олег Шатиевский. Не получает игровых минут. Понимает Руслан Байдаков, что не сможет сейчас Олег чем-то помочь. Ну и потом, я думаю, что все это время все-таки были надежды зацепиться за матч. Но сейчас вот опять уже практически 20-очковая разница. Ну а тренер Гродно уже запускает молодых игроков. Появляется Кирилл Винокуров на площадке, который 3/4 был на скамейке запасных. То есть уже дает возможность поиграть резервистам, молодым ребятам. Ну, в общем-то, за 5 минут до конца игры с 20-очкового запаса должно хватить. Если только сейчас какие-то экстраординарные действия не начнет принимать Рубон. Ну кроме таких хаотичных выбрасываний из-за дуги, ничего мы и не видим. Деморализованные витебчане. Много наблюдала матчей. Вот сейчас собрать команду, сложно. Будет тренер там форсировать, не будет свое управление со скамейки. Здесь скорее кто-то индивидуально должен себя как-то проявить, включиться, чтобы как-то сохранить. Как раз то, о чем говорю. Полоневич взял на себя сейчас лидерство, забивает, и в принципе вполне возможно, что Илье следует в этом духе и продолжить. Раз уж нет командной игры, то отрабатывать свои навыки. Впереди много матчей, впереди весь чемпионат 29-й Республики Беларусь. Нужно играть. Как бы ни складывалась ситуация на площадке, нужно играть. Да, что-то зафалился Владислав в этом матче. 4 фола. Ему компанию у Рубона составляет Сацук с 4 фолами.
Сацук против Крука. Попадает мяч в ногу. Ну вот здесь тоже идти в лицо. Были вот такие моменты, когда у Рубона хорошо ходил мяч, и вот как раз в третьей четверти казалось, что вот идут взаимодействия командные. Использовали все время, китевчане так и не добились успеха. Ну и видим даже потому, как Дрюков энергично доставил мяч на свою половину. Там, правда, не сложилась атака, но и здесь вот в Цукане не получается быстро ответить. Пробежка, судьи не смотрят. Ну, может быть, по новым правилам сейчас 2,5 шага. Ну, вот, Винокурову не свистнули. Ну, а здесь вот, да, Сацук забивает. Такой хоть какой-то ответ на текущую ситуацию на площадке. Ну что ж, фактически Гродно можно поздравить с тем, что взойдут они на пьедестал, станут бронзовыми призерами чемпионата. Дождемся еще 3,5 минуты матча. Винокуров здесь подбирает. Была возможность набрать свои очки в этом матче. Ну, еще есть время. Я думаю, что пока Кузьмин будет держать его на площадке. Ищейка Руслан из-под кольца. Нет никого из партнеров на подборе. Никто не подключался. Ну, а здесь Егор Потупчик пытается в край пройти. Крюк на таких шагах длинных. Сколько шагов. Ну, ответка от Рубона. Там Винокурова не засчитали. Здесь Сацуку. 53-66. Плюс 13 у Гродно. Здесь заступ. Ну, сейчас интересный эпизод, конечно. Чуть-чуть выключили судьи, по-моему, из ситуации. Да, нужно командам передохнуть. Как-то такой отрезок очень был скоростной, без позиционного нападения. Неплохо, да, минуту провести, посидеть, успокоиться немного. Ну вот, кстати, ведущий призывает присутствующих на арене подбодрить Рубон в последние 2,5 минуты четверти. Кстати, вчера не в последнюю очередь, именно благодаря очень мощной поддержке своих болельщиков, Борис Фен играл вот так, с хорошим, классным настроем. И потом в постматчевых интервью и в социальных сетях главный тренер Андрей Кривонос отметил тот факт, что именно присутствие болельщиков помогало команде в матче. Ну, это реально было ощутимо здесь вот в зале РУОРа. У Рубона нет здесь такого как бы мощного десанта. И, ну, конечно, вот это тоже один из факторов, когда есть поддержка, энергетика от трибун. Могло бы это, наверное, повлиять на качество игры команды. Ну, уже есть как есть. Буквально последние минуты команды на площадке проводят.
Пробивает сейчас Ацук фол. Куратнику фол в этой ситуации. «11 очков». Ну, мало ли. Всякие случались камбэки, самые невозможные. Ну вот сейчас посмотрим. Шибаев прорывается. Ох-охо, какой бросок. Ну, так вот, уже из-за щита. Ну, хорошо сейчас получилось у Шибаева обыграть. Дрюков не забивает, отборолся Марсель. Уже не получится быстрый отрыв, но атаки затяжные здесь, конечно, не к месту. И вот Сосук бьет издали. Ну, даже боюсь предположить, что бы было, если бы забил. Действительно, был бы это такой реальный задел на то, чтобы спасти этот матч. Тем временем Швакель за дуги также мимо. 1,5 минуты. Нет, ну многовато, конечно, многовато. 9 очков бросать надо. Тут уже терять-то нечего. Забивает. Ну вот сейчас то, о чем говорила. Вот есть всплеск у Сацука. Стал он тем джокером, который вот за несколько атак смог реанимировать игру своей команды. Будет чуть-чуть больше времени. Вообще это был бы реальный шанс на то, чтобы ну, оспорить уже озвученное мною право Гродно на бронзу. Посмотрим. Сейчас еще один штрафной. 6 очков, 1,5 минуты. Ну, более чем нормальный запас все-таки по времени. Все будет зависеть от того, как сейчас Гродно проведет свою атаку. Макс Шустов идет из-под заслонов. Да, чуть-чуть почище, если бы сыграл Марсель. Но если бы он не отыгрывал в защите, так Шустов бы и забил. Но здесь такое жесткое падение получилось для Макса. Смотрим за штрафными. По фолам, в принципе, и та, и другая команда еще по 2 замечания может себе позволить. Будет еще 2 непробивных фола. Тем временем Шустов забивает. Второй не реализует. Шибаев отдают на Полоневича. Но здесь уходит от ноги Шустова. Сколько времени? 13 секунд останется на атаку. Ну, более чем достаточно. То есть это обычный промежуток, когда игра на своей половине. Будет ли атаковать? Не доходит пас. Ну, сложный сценарий был избран. В борьбу отдавал мяч. Жалко, что эта попытка была просто так отдана, даже без броска. Без возможности побороться за мяч. Денис Куратник тут со средней дистанции отборолись. Есть еще время на то, чтобы... Ну, снова вот... Ну, вот не хватает опыта ребятам. Не хватает опыта в такие моменты удержать мяч, сыграть доверного. Тут, в общем-то, язык не повернется их упрекнуть в этом. Все это будет добываться, все эти умения только практикой, только... Ну, а здесь видим, что последние секунды не атакует Максим Шустов. Остановилась игра 67-60. Скорее всего, при таком счете, да, счет этот окончательный. Поздравляем команду Гродно с тем, что они становятся бронзовыми призерами чемпионата Республики Беларусь по баскетболу. Последние 3 секунды. Ну, тем же отвечают Рубон. Все, команды переходят к стадии рукопожатий. Ну... Такие противоречивые чувства от этого матча, но тем не менее были очень классные отрезки в исполнении и Рубона. Ну, Гродно здесь сохранил лицо. Понятно, что они не отдавали бы победу просто так. Поздравляем Гродно, поздравляем
Дмитрия Кузьмина с наградой. Ну и ждем следующего матча. В 14:30 начнется наша трансляция. На паркете встретятся Смоки и Борис Фен. И ожидаем вашего присутствия, вашего интереса. Ну а кто здесь будет в зале, я думаю, что тоже получит удовольствие от финального матча чемпионата республики, матча за золотые медали. Прощаюсь ненадолго. Что такое телевидение сегодня? Представьте, что можете поставить на паузу передачу, сериал или спортивную трансляцию. А если вдруг забыли что-то посмотреть или хотите смотреть снова, архив сохранит это. У вас смартфон, планшет или компьютер? Здорово! Смотрите любимые каналы с нескольких устройств через один аккаунт. Попробуйте Бока ТВ прямо сейчас. Первые 30 дней бесплатно. Телевидение — это теперь так.